Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся на небольшую прогулку недалеко от города Красногорск, а также побываем в самой Москве. Посещение этого места носило исключительно рабочий характер, однако до моего рейса было достаточно много времени, и я с удовольствием провел его в новом и необычном для меня месте. И первое, что оказалось на моем пути, это Павшинский пешеходный мост. Вантовый подвесной мост связывает два берега Москвы-реки, знаменитый Крокус с одной стороны и жилой микрорайон Красногорска Павшинская пойма с другой. 430-метровый Павшинский мост является самым длинным пешеходным мостом в Московской области. На противоположном берегу, кроме Крокуса, также располагается деловой центр «Новатор», куда, в общем-то, и был направлен мой визит, а также правительство Московской области, здание которого выделяется необычной архитектурой. На другом берегу располагается жилой комплекс «Прибрежный» и Никольский собор, а также замечательный парк для прогулок и отдыха, откуда открываются не менее красивые виды на противоположный берег. На удивление, Павшинская пойма довольно тихий и спокойный район, что, на мой взгляд, значительно отличает его от других районов Замкадья. Конечно же, оказавшись здесь, я не мог пройти мимо одного из зданий концертного зала имени Муслима Магомаева, возле которого установлен мемориал в память о жертвах терактов в Крокус-Сити-Холле. Внутри здания проводились какие-то работы, однако атмосфера этого места все равно оставила неизгладимый след. Следующей локацией была станция метро Микинина. От Микинина я добрался уже до полюбившейся нам Москва-Сити. Конечно же, не обошлось и без того, чтобы просто постоять и полюбоваться высотками Сити и насладиться особенной атмосферой мегаполиса.
далее мой пеший маршрут пролегал по Краснопресненской набережной до Киевского вокзала. Из достопримечательностей здесь был на тот момент демонтируемый мост Багратион. Также напоследок мне удалось увидеть еще имеющийся на тот момент выставочный комплекс «Экспоцентр», который ныне демонтирован. На противоположном берегу расположился премиальный и, как мы видим, парящий жилой комплекс «Бадаевский», построенный на месте Бадаевского пивоваренного завода. И, конечно же, одна из знаменитых сталинских высоток, неоднократно появлявшихся в наших видео – гостиница «Украина» во всей своей красе. После Новоарбатского моста мой маршрут пролегал по Смоленской набережной. Здесь же находится и Смоленский метромост, возле которого проходили съемки одной из сцен из фильма «Берегись автомобиля». И вообще, виды этих мест мелькают во множестве известных и полюбившихся нам фильмов. И одной из заключительных локаций стал Бородинский мост с видом на здание Министерства иностранных дел, а также на гостиницу Golden Ring и уже родной для нас Азимут. И последней локацией на сегодня была площадь перед торговым центром «Европейский» на Большой Драгомиловской улице. Ну а после меня ждал недолгий маршрут на Аэроэкспрессе в аэропорт Внуково. Всем спасибо за просмотр и до скорого!